Падзеі, якія папярэднічалі трагедыі, развіваліся такім чынам. У адным з пакояў гарадскога інтэрната ўспыхнуў канфлікт паміж жыхаркай і яе 33гадовым сужыцелем. Аб канфліктнай сітуацыі жанчына паведаміла свайму непаўналетняму сыну, які адразу ж кінуўся на абарону маці. Сын указанной женщины пришел туда не один, а пришел вместе со своими приятелями. Конфликт продолжился. И в ходе данного конфликта уже на почве личных неприязней, отношений обоюдных друг к другу, лицо нанесло телесное повреждение, как последствие оказалось несовместимое с жизнью. Ножевые ранения 33гадовы хатні дебашир нанес сябру сына сужительки 22гадовому пинчанину. У реанимационном отделении Пинской городской больницы молодой человек помер. На место злочинства выехали следствие, криминалисты и эксперты. В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия информация о причинении данных телесных повреждений с криминальным характером была подтверждена. Были установлены изначально некоторые обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый это молодой человек, тоже 85-го года рождения, проживал в общежитии по улице Железнодорожная. Мужчына затрыманы. У адносінах да яго узбуджаная крымінальная справа па факце прычынення цяжкіх цялесных пашкоджанняў, што прывялі да гібелі. 33гадоваму забойцы пагражае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі ад 5 до 15 год. Марыя Кобец, Кацярына Страха, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».